В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. У абхазской таможни новый руководитель. Беслан Цвинария назначен председателем ГТК. С рабочим визитом в Абхазии находится делегация Совета Федерации России. История института в фотографиях. Фотовыставка к юбилею ИЕПИТа в Сухуми. У абхазской таможни новый руководитель. Сегодня указом президента Рауля Хаджимба Беслан Цвинария назначен председателем Государственного таможенного комитета. Другим своим указом президент освободил от Гуралушба должности председателя ГТК на основании личного заявления. И сегодня же вице-премьер правительства, министр внутренних дел Аслан Кобахия представил коллективу таможни нового руководителя. Беслан Цвинария в таможенной сфере человек новый. Никогда ранее он не работал в этой структуре. Представляя нового руководителя абхазской таможни, Аслан Кобахи отметил, что за спиной Беслана Цвинария большой опыт организаторской работы, который, по его мнению, очень поможет ему наладить деятельность таможенного комитета. Указом президента Республики Абхазия Лош Бадгур Нурбевич освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия на основании личного заявления. И вторым пунктом данного указа назначить председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Цвинария Беслана Константиновича. Как один из бывших руководителей таможенного комитета, Аслан Кобахия пожелал коллективу плодотворной работы на благо Родины и сообщил, что отныне будет новым куратором структуры. Самое главное звено – это коллектив. Знаете, ничего не надо от коллектива скрывать. И надо открыто, честно работать. И тогда все получится. Я еще раз хочу искренне вас поздравить с наступающим великим нашим праздником. Я Бога молю, чтобы в каждой семье был мир и порядок, и достаток, конечно. Беслан Цвинария свой первый диалог с коллективом начал с рассказа о планах, которые намерен осуществить при поддержке государства и, конечно же, самих сотрудников таможни. В целом я надеюсь на вот тот коллектив, который сегодня здесь присутствует, на ваш профессионализм. Надеюсь на то, что мы все же в итоге подружимся и сумеем совместно, помимо решения тех задач и функций, которые возложены на таможенный комитет, я пожелал бы и себе, и вот вам вместе, нам всем вместе, чтобы вот это отношение, которое сегодня не совсем позитивное, мы смогли перебороть и поставить на другой уровень. Новый руководитель Государственного таможенного комитета планирует внедрить систему оценки работы. Это в первую очередь покажет, насколько высок коэффициент полезности каждого сотрудника. Ну и, само собой разумеется, новое руководство собирается поощрять лучших сотрудников. Вещи, которые, на мой взгляд, неприемлемы, и себе я этого тоже не позволяю и не прощаю. Это ложь, это подлость и предательство. Вне зависимости от того, что работа связано больше с функциями фискальными, но творчество в работе обязательно должно присутствовать. Это современные идеи, совершенствование, модернизация работы. Я это буду всячески поощрять, поддерживать. Несмотря на то, что с работой таможенного комитета Беслан Цвинария лично не знаком, он о ней много знает. В этой структуре работают два его сына. Новый руководитель планирует укрепить структуру и в этом надеется на поддержку и доверие коллектива. Нисфар. Сегодня, 20 сентября, Южная Осетия отмечает 27-ю годовщину со дня основания республики. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с этой знаменательной датой. День республики – это праздник, олицетворяющий стойкость и мужество народа Южной Осетии, который в тяжелой борьбе отстоял свое право на свободу и достойную мирную жизнь. Сегодня в союзе с Великой Россией государство Алания уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепления государственных институтов, расширения международных контактов, отметил Рауль Хаджимба в своем поздравлении. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчи от имени парламента республики поздравил председателя парламента Южной Осетии Петра Гассиева с Днем Республики. Сложившиеся братские и дружеские отношения между нашими государствами дают нам уверенность в дальнейшем динамичном развитии нашего всестороннего сотрудничества, отметил в частности Валерий Кварчи.
27 лет назад, 20 сентября 1990 года, Совет народных депутатов Южной Осетии провозгласил создание Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию. Депутаты решили повысить статус автономной области до республики в ответ на давление партийного руководства Грузинской ССР и грузинских националистических кругов. Начавшаяся затем многолетняя борьба за независимость юго-осетинского народа завершилась в 2008 году после провала очередной военной авантюры Тбилиси и признания России независимости Южной Осетии. День провозглашения республики по традиции отмечают военным парадом на центральной площади Цхинвала и другими праздничными мероприятиями. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации Федерального собрания России. Сегодня членов делегации принял спикер парламента Валерий Кварчия. А затем в парламенте Абхазии прошло расширенное заседание комиссии по сотрудничеству Народного собрания и Совета Федерации. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, являющийся также заместителем сопредседателя комиссии по сотрудничеству Народного собрания Парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Приветствуя членов делегации, спикер парламента Валерий Кварчия выразил уверенность, что совместная работа депутатов будет плодотворной и результативной. А затем состоялось расширенное рабочее заседание межпарламентской комиссии. Комиссия была создана в 2008 году. С тех пор между парламентариями двух стран регулярно проходят встречи, на которых обсуждаются планы совместной работы. Как отмечалось на встрече, в Абхазии новый, довольно молодой состав парламента, который совсем недавно начал свою работу, и несмотря на это, работа в Народном собрании ведется очень активно. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников поблагодарил за возможность вновь побывать в Абхазии. Перед парламентариями Абхазии и России стоят общие задачи – вывести развитие двух государств на новый, более интенсивный уровень, подчеркнул он. Благодарю вас за возможность вновь побывать на абхазской земле, вновь ощутить абхазское гостеприимство, вновь повстречаться с коллегами и товарищами из парламента Абхазии для того, чтобы в очередной раз рассмотреть в целях разрешения те вопросы, которые стоят перед нами в нашем едином порыве вывести развитие наших государств и России, и Абхазии на новый уровень более интенсивного развития. И в этой работе вопросы обороны и безопасности обязательно встают на первый план. Председатель Комитета по обороне и безопасности парламента Абхазии Илья Гуния отметил, что в рамках работы комиссии должны решаться все вопросы, по которым возникают разногласия. В рамках сегодняшней нашей встречи я хочу добавить, что сложно говорить о наших с вами разногласиях по тем или иным вопросам, а они существуют. Давайте говорить прямо, действительно существуют. Поэтому, я думаю, в рамках комиссии мы можем их оговаривать, и мы можем находить пути выхода. Затем членов делегации Совета Федерации принял президент Рауль Хаджимба. Президент Рауль Хаджимба, приветствуя членов делегации Совета Федерации, отметил важность взаимодействия Республики Абхазия с Российской Федерацией. Отношения, которые складывались после признания Абхазии России, важны для нас. Те документы, которые были на этом этапе приняты, и по этим документам мы работаем, являются важнейшей составляющей для того, чтобы государство абхазское становилось бы реальным союзником, стратегическим партнером России. На сегодняшний день для нас очень важно то, что тема вопросов безопасности и обороны реализуется. Те документы, которые подписаны были, они воплощаются в жизнь. Активность работы пограничных подразделений Российской Федерации привело к тому, что практически на сегодняшний день нельзя не отметить ту положительную тенденцию, которая складывается на границе между Грузией и Абхазией. Практически уменьшилось в разы количество нарушений
особенно после того, как мы приняли соответствующее решение по закрытию тех постов, которые были определенный период времени. Идет активная работа во взаимодействии со службой государственной безопасности. Есть соответствующие наработки, и я не сомневаюсь в том, что это будет достаточно положительным действием, которое в будущем даст еще большие результаты. Работа по морскому участку, которая есть на сегодняшний день, она видна, она положительно сказывается на положении дел в самой Абхазии. И самое важное, что мы все-таки вот на сегодняшний день, как и было сказано на последней встрече с президентом Российской Федерации, обеспечены вопросами безопасности. Мы гарантированы спокойной жизнью, и вопросы, которые решаются совместно с 7-й военной базой и пограничными подразделениями, способствуют тому, чтобы Абхазия развивалась бы и решала бы вопросы суверенного, независимого государства, которое признано Россией и рядом других государств. Хотел бы еще отметить одну тему, которая для нас была очень важной и необходимой. Это вопросы, связанные с темой обязательного медицинского страхования. Здесь активность Совета Федерации, активная помощь коллег привела к тому, что мы практически получили возможность подписать соответствующее соглашение. Буквально надеюсь на то, что в ближайшее время парламент Абхазии ратифицирует этот документ. И тогда появится еще большая возможность у нашего населения решать проблемы медицинского обеспечения. Хочу от имени членов делегации выразить благодарность за возможность побывать в очередной раз на земле Абхазии, повстречаться с нашими коллегами в парламенте Абхазии для того, чтобы в очередной раз продолжить обозначение и решение тех проблем, которые мы решаем в рамках межпарламентской группы с парламентом Абхазии на протяжении уже 9 лет. Сегодня уже имеем архив протоколов, где постоянно находят отражение те вопросы, которые решаются, в основном решаются, и с удовлетворением можно отметить, что большинство из них нашло решение. Тепличный комбинат «Кындых-Агро» – самый крупный инвестиционный сельскохозяйственный проект в Ачамчирском районе. В данный момент на комбинате завершаются монтажные работы, и совсем скоро он будет введен в строй. Сегодня министр экономики Адгур Ардзинба посетил предприятие и проинспектировал ход работ. Репортаж Ренаты Шакая. 340 миллионов рублей – общая стоимость тепличного проекта «Кындых-Агро». Из них 250 миллионов рублей получено в рамках российской инвестпрограммы. Остальная сумма – это собственные средства предпринимателей. Объект построен по самым современным технологиям – от отопления до вентиляции. А вот эта сетка для чего? Вентиляторы, какие 120 штук. Вентиляторы будут. И эти шторы, если когда холод, закрывается, чтобы теплота внизу оставалась. А так она разбегается, потом собирается. Также, когда слишком жарко, тоже как закрывается, открывается. Этого других здесь нет, если вы обращали внимание. Данный проект самый крупный проект за последние 25 лет после окончания войны в Ачамчирском районе. Самый крупный инвестиционный проект. Это большое значение имеет для Ачамчирского района и в целом для республики в целом, потому что это будет экспортоориентированное предприятие, объем экспорта составит более 160 миллионов рублей в год. Тепличный комплекс «Кындых-Агро» рассчитан на более чем 60 рабочих мест. Заработная плата сотрудников в пределах 25 тысяч рублей. Объект находится на стадии завершения. В данный момент идут монтажные работы. Это будет самый большой тепличный комплекс в Абхазии, где выращивают огурцы и помидоры. Сорт саженцев уже определен – голландский. Годовой оборот, если бы мы посадили бы вовремя, 1 августа, составило бы где-то 2000 тонн. Но мы не успеваем, так как мы начали его поздно.
На территории в 4000 гектаров высадит почти 95 тысяч саженцев. Ежегодно планируется получать около 2000 тонн урожая. Данный проект рассчитан на экспорт. В плане налоговых поступлений для Ачимчирского района это будет дополнительный источник. Поэтому в целом Абхазия, как мы видим, потихоньку возрождается, экономика потихоньку растет. Такими шагами, пока небольшими, но уверенными вперед, я думаю, что у нас хорошие перспективы. Во всяком случае, то, что мы видим сегодня здесь, это говорит о том, что предприниматели очень ответственно отнеслись к этой программе, исполняют все свои обязательства. Это должно послужить основой для дальнейшего развития этой программы. Официальное открытие тепличного комплекса «Кындых-Агро» планируется в первых числах октября. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале столицы открылась фотовыставка, посвященная 90-летию со дня основания научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. В экспозицию вошли уникальные документальные, художественные и любительские снимки из архивов научно-исследовательского музея института, а также архива фотохудожника Владимира Попова. Саид Джарсалия побывал на выставке. 90 лет прошло со дня основания Сухумского питомника обезьян, с которого началась история всемирно известного научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. За эти годы институт переживал периоды падения и расцвета. Однако, несмотря на трудности, работа возобновлена, и на сегодняшний день в институте продолжаются исследования, необходимые для решения вопросов фундаментальной науки и практического здравоохранения. В разные годы институт посещали советские и зарубежные политические деятели, в числе которых были Никита Хрущев, лидер Вьетнама Хо Ши Минь, а также многие известные деятели искусств. Вся история института на этих фото. Выставка представляет собой визуальный учебник истории института, а ее цель – представить основные вехи истории и современную деятельность научного учреждения. ИЭПИТ уже 90 лет является составной частью Абхазии, ее неотъемлемой частью. Человечество должно быть очень благодарно приматам, ведь благодаря приматам очень многих болезней на земном шаре, их стало намного меньше. Это те болезни, которые ранее уносили жизни миллионов и миллионов людей. Исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии сегодня является крупным приматологическим центром, который играет большую роль в развитии науки Абхазии. По этим фотографиям, фотоснимкам видно, какую колоссальную роль этот центр сыграл в целом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Здесь работали и продолжают работать великие ученые. И я очень лично признателен, и мы все признательны Зурабу Ясоновичу Миклабе за то, что он работает, не покладая рук. У нас великие люди, подрастают молодые. Я желаю всем вам счастья, здоровья, дорогие ученые. Пусть процветает наша отечественная наука. Вас с юбилеем прекрасным, с 90-летием великого центра. Фотовыставка – одна из мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею института. В четверг начинается международная научно-практическая конференция с участием ученых с мировым именем. Планируются также открытые лекции в Абхазском государственном университете. Саид Джарсалия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 87-й театральный сезон открылся в Абхазском государственном драматическом театре. Новый сезон начался со спектакля по мотивам первой абхазской драмы Самсона Чанба «Махаджиры». Репортаж Али Китрапш. В Абхазском государственном драматическом театре новый сезон начался спектаклем «Махаджиры» по мотивам драмы Самсона Чанба. Выбор на данный спектакль пал не случайно. Вопросы, поднятые в нем, в некотором смысле актуальны и сегодня, говорит режиссер-постановщик спектакля Алхаз Шамба. Так же, как и тогда, сегодня наш народ пребывает в таком отрезке времени, где он быть или не быть. Мы можем исчезнуть, раствориться в массе более многочисленных
народа, потому что потихоньку теряется язык, потихоньку теряются традиции. Мы вот про это хотели поставить, что мы можем исчезнуть у себя на родине. «Махаджиры» – это первая абхазская драма, написанная Самсоном Чамбо в 1920 году. В ней описывается величайшая трагедия, которую пережил абхазский народ после окончания русско-турецкой войны в XIX веке. Из-за махаджирства более 700 тысяч абхазов были вынуждены покинуть свою родину и перебраться в ближневосточные страны. Это было страшное время, когда абхазский народ оказался на грани исчезновения. Актерам удалось передать зрителям всю боль и переживания народа, покидающего свою родину. Спектакль по произведению Самсона Чамбо «Махаджиры» заставляет зрителя задуматься о том, что нужно беречь духовное и культурное богатство народа, мудро и честно бороться за будущее своей страны. На спектакле присутствовали и сами потомки махаджиров. Они признаются, что спектакль тронул их до глубины души. Спектакль нам очень понравился, он нас очень тронул. Мы даже расплакались, мы шли с настроением. То есть это непосредственно связано с нашей историей. Мы тоже абазины, Ашкаруа, которые ушли отсюда, тоже не по своей воле, с Псху, и оказались и живем сегодня в Карачаево-Черкесии. Мы шли с таким ожиданием, да, вот, что мы, то, что мы прочувствовали, да, вот на самом деле вот через себя мы пропустили этот спектакль. До конца нынешнего года на сцене Абхазского государственного драмтеатра состоятся премьеры 3 новых спектаклей. О каких именно постановках идет речь, пока неизвестно. Режиссеры предпочитают не разглашать информацию об этом. Аля Катрапш, Леона Адлиева, Абхазское телевидение. И в завершение выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем плюс 29-31 градус. Температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.